Первый вопрос повестки еженедельного совещания – проведение осенне-зимнего периода на территории республики на отчетный 2024 и плановый 2025 год. Отопительный сезон в Ингушетии, согласно плану, всегда начинается с 15 октября и длится до 15 апреля. Изменения в графике зависят от температурного режима. В Ингушетии в муниципальных образованиях функционирует 6 котельных, которые обеспечивают теплом 54 многоквартирных домов и 7 социальных объектов. О том, как устроена работа, подробно рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Ахмед Лалахоев. В случае аварийной ситуации теплоснабжающая организация обеспечена договорами с автозаправочными станциями для оперативной поставки резервного топлива. В регионе внедрена единая система мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, позволяющая отслеживать устранение аварий. При возникновении сборов энергоснабжения, газ, электричество, вода, тепло, функционирует единая диспетчерская служба под номером 112, взаимодействует с аварийными службами ресурсоснабжающих организаций на основе заключенных соглашений. На сегодняшний день паспорта готовности выданы к отопительному сезону, получены всеми муниципальными администрациями. Ахмед Лалахоев отметил, что несмотря на готовность к отопительному сезону, в республике не обошлось без аварий из-за слабого технического состояния сетей. В свою очередь, коммунальные службы оперативно старались реагировать на возникающие неполадки. Перед Новым годом, в начале декабря, 20 числа декабря, у нас были две серьезные аварии на магистрали водовода Сунжа-Карабулак с порывом, с устранением, с отключением водоснабжения в основном города Карабулака. На несколько дней у нас Карабулак был без воды, авария была ликвидирована в кратчайшие сроки, но, как мне раньше я говорил, что водовод у нас имеет очень плохое техническое состояние, практически 100% износа. Владимир Сластейн отметил, что важно предугадать любые аварийные ситуации, которые могут возникнуть. Далее собравшийся переходит к следующему вопросу повестки. Это проведение в республике единого государственного экзамена. Подготовка к основному этапу аттестации на стадии завершения. В этом году в проведении ЕГЭ произошли небольшие изменения. Традиционно выпускникам будет предоставлена возможность пересдать экзамен. Это позволяет избежать стресса. В текущем году будет представлена возможность выпускникам, освоившим образовательную программу среднего общего образования, пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. Целью установлены дополнительные даты проведения ЕГЭ. Это 3-4 июля текущего года. В настоящий момент в региональную информационную систему на основной этап проведения ЕГЭ внесены данные 3012 участников. Это у нас выпускники текущего года 2486, выпускники прошлого года 101, те, которые обучаются у нас в колледже, 53, выпускники, не завершили обучение предыдущего 32 и ученики 10 классов экстерна 340. С каждым годом предъявляются особые требования к членам Государственной экзаменационной комиссии. Организаторы, согласно правилам, должны пройти обязательное тестирование, отметила заместитель председателя правительства Ингушетии Индира Сагова. Только по результатам успешного прохождения тестирования будет принято решение о включении соответствующих лиц в состав комиссии. Что касается руководителей пунктов проведения экзаменов, тоже они подлежат обучению, и по результатам успешного прохождения аттестации они только могут быть включены в состав руководителей пунктов. Далее участники совещания переходят к следующему вопросу – рассмотрение проекта закона о внесении изменений в статью 20.1 Закона Республики Ингушетия, который регулирует земельные отношения. Подробно о проекте рассказал Зелимхан Зауров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ингушетии. Предусмотрено дополнение статьи 20.1 частью 3.1, предполагающей установление критериев отнесения инвестиционного проекта к масштабным инвестиционным проектам в отдельной сфере жилищного строительства. Также проектом закона предусмотрено устранение правового пробела в статье 20.1 и его дополнение положением, регламентирующим, что предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без проведения торгов юридическим лицам в аренду для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализация масштабных инвестиционных проектов осуществляется в обязательном порядке в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Также в рамках совещания участники обсудили отбор граждан на военную службу по контракту, реализацию в Ингушетии национальных проектов и государственных программ. По всем ключевым вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Рина Цичоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.